Отделу северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук исполнилось 55 лет со дня его образования. За это время сделано немало в области североведения, которая имеет очень интересную историю. Систематические исследования языков и фольклора коренных малочисленных народов Севера в России начались на рубеже XIX и XX веков. Первыми североведами России оказались волею судеб, оказавшиеся на территории нашей холодной Якутии, два народовольца, революционера Владимир Ильич Ехельсон и Владимир Германович Багарас. И оказавшийся тоже народоволец Лев Штернберг на Сахалине. Вот эти три яркие фигуры, три столпа, они основали североведение России. И оказалось, что они разработали собственные методы полевой работы, и в дальнейшем, конечно, мы их знаем уже имена как замечательных ученых, этнографов, этнофольклористов, этнологов и лингвистов. Дело в том, что они разработали 10 заповедей ученого, который изучает языки, и смею себе вам напомнить одну из них, которая гласит, что если человек знает один народ, он не знает ни одного. Если человек знает одну культуру, он не знает ни одной. И знаменитая Штернбергская «Все человечество едино». Заметьте, это времена еще колониальные. И с этой подачи и началось изучение языков, культур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И двое из них, из этих людей, оказались основателями Института народов Севера. И воспитали следующую плеяду очень известных ученых, докторов филологических наук: Ирхим Абрамович Грейнович, Глафира Макарьевна Васильевич, Вера Ивановна Цинциус – это их ученики прямые. И оказалось, что эти люди стояли тоже у истоков становления ученых, которые основали наш отдел. Это Анна Николаевна Мыреева, ученица Глафиры Макарьевны Васильевич, ученики Веры Ивановны Цинциус, Курилов Гаврил Николаевич, Василий Афанасьевич Роббек, Василий Дмитриевич Лебедев. И сейчас, конечно, отрадно, что одним из таких направлений, поддерживаемых российской наукой, является документация исчезающих языков и культур. И у нас в институте это направление поддерживается нашим проектом по изучению языков и фольклора эвенов, эвенков, юкагиров. Тамара Егоровна Андреева, ведущий научный сотрудник отдела северной филологии, стояла у самых истоков его создания. Вы знаете, что эвенки живут по всей России, да, начиная от Сахалина, кончая Таймыром и так далее, маленькими группами. И вот в одной из этих групп в Амурской области есть поселок Якутская Стойба, где родились и выросли мы с Надеждой Яковлевной Булатовой. Учили мы эвенкийский язык с 0 класса до 4. И нас учила Вера Петровна Слепцова, эвенкийскому языку. Представляете, в 1 классе учить 14 падежей
Очень трудно запомнить все это. Но в 3 классе, когда мы пришли в 3 класс, по-моему, запретили изучать родной язык. И все учебники отобрали у нас и закинули на чердак. А потом мы переехали в Якутию, в город Якутск. И я училась во 2 школе, и там тоже были знаменитые учителя. Учитель географии Лукин, русского языка Шадрин и так далее. И мы познакомились здесь, благодаря моей маме, Андреевой Александре Савельевне, с эвенкийкой из Хабаровского края. Это Агния Васильевна Романова. Она уже тогда работала в Институте языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Это было в 1953 или в каком году. И она в то время говорила: Тамара, ты должна поступить на работу к нам в институт. Мы создаем сектор северной филологии. Для этого ты должна хорошо учиться. После школы ты поедешь в Ленинград, в институт имени Герцена. Но я, как все вредные венгийки, зачем мне этот институт? Не хочу я туда. И когда закончила школу, я переехала учиться в Магадан. А там учили эвенскому языку. Учила меня эвенка Ульяна Громова, тоже, оказывается, знаменитая эвенка. И такая маленькая, пышная женщина, тут у нее божок висел. И к нам в группу, в институт приходили Антонина Камытваль, Рыдхеу, а учились с нами чукчи. Было северное отделение гособеспечения, нам давали талончики и выдавали одежду. Одежду такую страшную. Но, да, но зато мы ходили в столовую, а я ленилась иногда. И утром надо было в 8 уже быть в столовой. Меня соседи будили: иди кушать. Я не хочу. Кто за меня пойдет? Отдавала талончики. А потом придумала, мы на эти талончики заранее отоваривалась и коржики, и кексы. Ну, так и жила в общежитии Магаданского пединститута. Закончив его, приехала в Якутск, и меня распределили в школу номер 26 города Якутска. Я там думаю, не пойду я к Агнии Васильевне, не хочу я работать в науке. Это же трудно. Я всю жизнь мечтала быть бухгалтером, но мама моя сказала: у венгров принято маму слушаться. Зачем тебе эта бухгалтерия? Ты будешь учительницей. Самая уважаемая профессия. Ну, я пошла работать учительницей 1 класс. Мария Никитична Кистенева там работала, она мне помогала. Знаменитая учительница на всю Якутию. Ее сын тоже работал в Еле потом. Но поработав 1 год, я поняла, что это не мое. Я потом думаю, пойду-ка, надо же в гости сходить. Пришла к Агнии Васильевне вместе с мамой. Почему ты меня не слушаешься? Завтра приходишь ко мне и идем в институт. Мы пришли в институт, директором была Евдокия Иннокентьевна Коркина. Это была самый лучший директор во всей истории. Это она создала сектор северной филологии, в котором с самого начала работала Агния Васильевна Романова. Она из Хабаровского края, работала в ИАЛИ с 1958 года. Там уже работал Василий Дмитриевич Лебедев, лаборантом-препаратором. Вот 2 человека. Потом в 1958 уже по совету этнографа Николаева пришла работать Анна Николаевна Мыреева. Она тоже закончила этот институт герценовский и пришла, и вот эти 3 человека создали сектор северной филологии. Первой заведующей была, конечно, Агния Васильевна Романова. Я ей очень благодарна, очень строгая. Приходишь на работу ровно в 9, проверяет. Как в школе, поднимаешь руку: Агния Васильевна, можно я сбегаю на 15 минут? Засекаю. А потом я забываю, что мне на 15. Прихожу позже. Она меня наказывала. Но я работала 3 года лаборантом, печатала вот эти фольклорные материалы, которые они с Анной Николаевной находили.
навела порядок в делопроизводстве, а потом в 1974 году или 1973 ко мне подошел Иван Егорович Алексеев и Василий Дмитриевич Лебедев и говорят: ты не хочешь поступить в аспирантуру? Конечно, хочу. А куда? Будешь заниматься экспериментальной фонетикой. А это что, я не знаю? Говорю, я знаю фонетику, но эксперимент нет. Ну, там все узнаешь. И поступила, сдавала вступительные экзамены. Первый год я не поехала в Новосибирск. И поступила в аспирантуру известному монголоведу, тюркологу, тунгусо-маньчжуроведу Владимиру Михайловичу Наделяеву. И там первым диктором у меня была, я с Анной Николаевной посоветовалась. Агния Васильевна уже не было, она уехала, вернулась домой в Хабаровский край. И Анна Николаевна посоветовала. То, что ей ближе знакомо, она говорит: давай изучать звуковой строй Эвенка в Якутии. Возьми таммонский говор. Потому что она сама оттуда, и так и взяли эту тему. Сначала здесь в Якутске мы взяли вокализм, а потом приехала туда, мне сказал Владимир Михайлович: давай начнем с консонантизма, то есть согласные звуки. Хорошо. Закончив аспирантуру, я вернулась в Якутск. Тогда работали Христофор Иннокентьевич Дудкин, потом Василий Афанасьевич, Гаврил Николаевич Курилов. Тогда уже заведующей была Анна Николаевна Мыреева. Вот тогда появляются знаменитые труды Анны Николаевны и Агнии Васильевны. И Василия Дмитриевича Лебедева. Вот Анна Николаевна, Агния Васильевна, Василий Дмитриевич Лебедев заложили основы тунгусоведения. В настоящее время отдел северной филологии является одним из ведущих структурных подразделений института, в котором работают квалифицированные научные сотрудники, исследующие языки, фольклор, культуру коренных народов Севера. Я эвенкийка, родилась в поселке, родители у меня оленеводы, охотники. С детства я росла, получается, большее время проводила в тайге, кочевала с родителями и обучалась в интернате, росла. Потом уже ближе к окончанию школы уже начала задумываться о поступлении, будущей своей профессии. И решила поступать в Бурятский государственный университет, поскольку там было эвенкийское отделение, как раз близкое мне, которое занималось изучением эвенкийского языка. В эвенкийском языке преподавался эвенкийский язык как основной предмет, поэтому я туда решила поступить. В течение обучения я занималась наукой, писала статьи, участвовала в научно-практических конференциях. Где-то к третьему курсу определилась примерно тематика моего будущего исследования, интерес мой научный. Мой научный руководитель Елизавета Федоровна Афанасьева, спасибо ей большое, она предложила мне тему по концептосфере эвенкийского языка. И уже тема моей диссертации кандидатской была базовые лингвокультурные концепты в языковой картине мира эвенков и русских. В настоящее время продолжаю заниматься этой же тематикой. Конкретно сейчас меня интересуют концепты небесных светил. Это конкретно Солнце, Луна, звезды, например, звезда Чолбон, созвездие Хэглен и так далее. С 2020 года работаю в отделе северной филологии, занимаюсь лингвокультурным исследованием концептов. Думаю, что это очень интересная тематика, поскольку сейчас наблюдается тенденция утраты эвенкийского языка. Как раз это когнитивные исследования, которые помогут сохранению языка. Я работаю научным сотрудником отдела северной филологии уже 6-й год. За это время я защитил кандидатскую диссертацию. Тема моей диссертации — вокальная система ламунхинского говора эвенского языка по экспериментально-фонетическим данным. Что это значит, да? Экспериментальная фонетика? Это область языкознания, которая образовалась на стыке разных областей.
Это на стыке анатомии, акустической физики и лингвистики. Чем сейчас занимаешься и чем будешь заниматься? Ну, я конкретно занимаюсь по фонетике, да, получается. И мы ездим в разные районы, места компактные проживания венов. И сейчас очень важно своевременно, безотлагательно фиксировать языковые явления. И в этом направлении я хочу продолжить свою работу. Сейчас я хочу прочитать стих Василия Дмитриевича Лебедева «Игань тор бэйңдин». «Игань тор бэйңдин хи мэнигар бутми, қалрит қадар урмакан маң били, имананға хуги тикаракан маңченикан илатли, кунтак айлан герсиньоча урмакан жолбар оли, чевкачан колонқан биракчан мокчинни, Марганси Гилбаты Биградан». В этом стихотворении Василий Дмитриевич Лебедев обращается к эвенам. И в нем заложено именно авторское пожелание. Будьте сильны, да, как гора, будьте крепки, да, вот как скалы. Такое обращение. Отдел северной филологии готовит и свои будущие научные кадры. Амучамут чамаримачи. Мит иде тетха меджунуян. Меня зовут Таинто Лена, я родом из Нижнеколымского района, поселка Андрюшкино, по национальности юкагирка. С самого детства я погружена в эту систему, и изучением языка мы занимались совместно с нашими бабушками, дедушками. В нашем поселке проводилось очень много мероприятий, посвященных сохранению юкагирского языка. И будучи погруженной в эту атмосферу, я уже точно для себя решила, что посвящу свою жизнь изучению юкагирского языка, сохранению юкагирского языка. Мой путь учебы, полностью я его называю «Северный путь», потому что после обучения в Андрюшкинской школе я перешла в школу «Арктика». Там обучаются дети КМНС, также изучают свой родной язык, свою культуру, знакомятся уже с другими ребятами из других районов. Именно там я полностью погрузилась в изучение. Там же нам давали задание написать поздравления, выступить с этими поздравлениями. И там я уже одна, наедине с языком, глубже знакомилась с ним. После обучения в Арктике я мечтала поступить в Институт народов Севера в Питере. Но так как у меня не получилось, я поступила в Северо-Восточный федеральный университет на кафедру северной филологии. Я об этом не пожалела, потому что там я уже познакомилась с людьми, которые ближе к науке. И, закончив Институт языков культуры народов Севера, кафедры северной филологии, я поступила в Российский государственный университет имени Герцена в Институт народов Севера, продолжая изучение юкагирского языка. Закончив магистратуру, я поступила в Институт гуманитарных исследований и коренных малочисленных народов в аспирантуру. Сейчас я занимаюсь исследованием своей кандидатской диссертации на тему «Вокальная система юкагирского языка по экспериментальным данным». И думаю, что мой северный путь на этом не закончится, и я продолжу дальше. Сейчас я хочу вам спеть юкагирскую песню «Мэттэтин яхтал буджа». Иле пул еререн метламен яхтанунджан, ходиран ме ходулок, мет яхте манденурен, мэттэтин яхтал буджан, мэттэтин яхтал буджан, ходен митевренуен, ходен митевренуен. Это песня пастуха, который поет своей собаке, своему другу о том, как
раньше жили юкагиры. Я аспирант, младший научный сотрудник отдела северной филологии ИГИ ПМНС Соран. Тема моей диссертации — эвенкийские гидронимы бассейна реки Алдан. Я считаю эту тему достаточно актуальной, недостаточно изученной, требующей внимания исследователей. Изначально такого глобального плана продолжать научную династию у меня не было, но тем не менее родители всегда давали мне свободу выбора. Я с детства видела, как бабушка Варламова Галина Ивановна Каптуке и мой папа Варламов Александр Николаевич упорно трудились, создавали научные труды. Сейчас я осознаю, насколько важен их труд, их вклад в науку, в развитие языка и культуры эвенков. Планирую также плодотворно работать. За прошедшее время научными сотрудниками отдела северной филологии проделана колоссальная работа, но предстоят еще более перспективные научные задачи. Наш отдел включает специалистов североведения по культуре эвенков, эвенов и юкагиров. И мы являемся продолжателями традиций североведения, заложенных предыдущими поколениями, которые были на начальной стадии вообще развития российской науки, посвященной миноритарным народам. И за то небольшое сравнительно историческое время ими был накоплен чрезвычайно большой объем материала, сделан шаг, может быть, даже научный прорыв, потому что впервые в мире появилась система, в которой представители самого народа изучают культуру своего народа. Этот подход интроспективный, он существенно отличается от научного подхода, когда культуру народа изучают представители других этносов. Потому что мы, являясь носителями языка, традиций, впитавшими это с молоком матери, мы лучше чувствуем закономерности этого языка, существование традиций, их перспективы, стоящие перед нами угрозы. Наш отдел занимается комплексным исследованием культурных традиций. Вот уже второй проект у нас исследование носит обобщающий такой комплексный или, как говорят, междисциплинарный характер. То есть мы смотрим не отдельно на язык, не отдельно на фольклор, а через призму взаимосвязанных культурных традиций, этнографии, истории. И в частности, вот у нас появилось интересное современное направление — лингвокультурология. Она помогает понять картину мира народа через его язык. Ну, естественно, картина мира не может существовать отвлеченно без мировоззренческих, культурных, религиозных и прочих традиций народа. Также мы продолжаем уделять внимание языку, так как это остается, к сожалению, актуальной проблемой мира, когда миноритарные языки в силу ассимиляции, в силу глобализации утрачивают свою функциональность и уменьшается катастрофическое число носителей. Естественно, перед языками большинства малочисленных народов стоит угроза исчезновения. Поэтому документация, описание, систематизация и, возможно, даже прикладные разработки — все это направлено на то, чтобы наши языки могли восстановиться. Перед нами стоят задачи, так же, как и наши предшественники, передать наши навыки, знания и опыт молодому поколению исследователей, которое откроет, возможно, совершенно новые направления исследовательские. И мы думаем, что эта традиция, преемственность сохранится. Думается, что так оно и будет, что сотрудники отдела северной филологии продолжат его славную историю.